Глава 4. Еще в мае он сосредоточил на Тереке сильный отряд, состоящий из 4 егерских и 2 линейных батальонов, 6 тяжелых орудий, 6 легких и 4 конных орудий. Кавалерию составляли 500 донских и линейных казаков. Перед выступлением Ермолов направил императору обширный рапорт, в котором изложил подробную программу подавления и вытеснения горцев с плодородных земель, программу, которой он старался придерживаться во все десятилетие своего проконсульства. В нынешнем 1818 году, если чеченцы час от часу наглеющие не воспрепятствуют устроить одно укрепление на Сунже, вместе с самым для нас опаснейшим, или, если можно успеть будет, учредить 2 укрепления, то в будущем 1819 году, приведя их к окончанию, тогда живущим между Тереком и Сунжею злодеям, мирными именующимся, предложу я правила для жизни и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные вашего императорского величества, а не союзники, как они до сего времени о том мечтают. Если по надлежащему будут они повиноваться, назначу по числу их нужное земли количество, разделив остальную часть между стесненными казаками и короногайцами. Если же нет, предложу им удалиться и присоединиться к прочим разбойникам, от которых различествуют они только именем одним, и в всем случае все земли останутся в распоряжении нашем. Я в таковых обстоятельствах прошу вашего императорского величества своеволения, чтобы из полков Моздокского и Гребенского добровольно желающие могли переселиться вперед за Терек. За сим распоряжением селения наши по Тереку от устья Сунжи и до Кизляра и самый сей город, единственный родом промышленности и знатной казне доход приносящий, останется тем же, как и теперь, подверженным опасностям, которые отвратить одно средство в том состоит, чтобы цель укреплений, расположенных по Сунже, продолжить через Аксаевские, Андреевские и Костяковские селения до реки Сулака, где для учреждения оных несравненно менее предстоит затруднений, нежели против чеченцев. Таким образом, со стороны Кавказской приблизимся к Дагестану и учредится сообщение с богатейшую Кубинскую провинцией, и оттуда в Грузию, которой доселе лежит один путь через горы, каждый год несколько времени, а иногда и весьма долго, пресекаемый. Мимоходом в Дагестан через владение Шамхала Тарковского овладеем мы соляными богатыми озерами, довольствующими все вообще горские народы, и чеченцев не исключая. До сего времени Шамхал не помышлял отдать их в пользу нашу и уклонялся принять войска наши в свою землю. Теперь предлагает взять соль, а войска расположу я у него как особенную милость вашего императорского величества за его верность, которые нужны нам для обеспечения нашей в Дагестан дороги. Обеспечив таким образом безопасность левого фланга линии, надобно обратить внимание на центр оной, лежащий против кабардинцев, народа некогда весьма сильного, храброго и вообще воинственного, ныне не требующего чрезвычайных мер к усмирению. Моровая язва народ сей истребила почти до 4 оного части, и среди его создала почти всегдашнее свое пребывание по связи его с закубанскими народами. Для прекращения, или по крайней мере уменьшения сих бедствий, Кавказской линии грозящих, надобно, сближаясь к вершинам реки Кубани, при урочище, известном под имени Каменный мост, сделать укрепление на 1 батальон пехоты и, вступая в сношение с некоторыми горскими народами,
от кабардинцев утесненными, содержать сих последних в совершенной зависимости. Если благоугоден будет вашему императорскому величеству план сей, то нужен на имя мое высочайший указ в руководство и непременную цель преемникам моим. В предложении моем нет собственной моей пользы. Не могу я иметь в предмете составлять военную репутацию мою насчет разбойников. На всякого, однако же, на моем месте могут быть одинаковые выгоды. Здесь уже ясно видны и стратегические, и тактические принципы будущих действий Ермолова и его взгляд на противника. Мы не перестаем верить тем, у кого нет ничего священного в мире. Убежденность в том, что поскольку горцы не исповедуют мораль и этику европейского образца, то у них нет ничего священного в мире, была роковым препятствием к компромиссу со стороны России. При этом убежденность горцев в своем праве нарушать любую клятву, данную неверным, то есть существам вне закона божеского и, соответственно, человеческого, являлась непреодолимым препятствием с их стороны. Цельное сознание горца принимало компромисс лишь как тактический ход, как допустимую хитрость. И с той, и с другой стороны мы видим отрицание за противником права на оправданную идеологию и признание силы в качестве реального аргумента. Понадобились катастрофические для Кавказского корпуса события 1840-х годов, а для горцев более чем 20-летняя жестокая диктатура Шамиля, чтобы те и другие пришли к осознанию возможности иного варианта, который, однако, тоже оказался далеко не оптимальным. Но все это будет через десятилетия после того момента, в котором мы находимся сейчас. В 1818 году проконсул Кавказа выдвинул более чем простой и определенный план. Полное подчинение, безоговорочное включение в государственную структуру России или же вытеснение и истребление. За те полгода, что прошли между рапортом императору, принятым благосклонно, и письмом бывшему военному министру, Ермолов начал энергично свой план осуществлять. Отняв у них лучшую половину хлебородной земли и приступив к устройству новой линии крепостей, оттеснявшей чеченцев к бесплодным горам. Естественной реакцией на эти действия было яростное вооруженное сопротивление. Ермолов много и достаточно подробно писал своим корреспондентам об этом первом походе, считая его акцией фундаментальной, от успеха которой зависели последующие его действия. 31 мая 1818 года Закревскому. Переправясь через возвышившиеся воды Тереха, я с 24 числа нахожусь на Сунже. Предшествующий явлению ужасной рожи моей слух обо мне еще ужаснейший содержит чеченцев в страхе и трепете. Но если чеченцы и в самом деле опасались его прибытия, то вряд ли только по причине его грозного вида. Ермолов умело пользовался тем, что слухи на Кавказе распространялись быстро и в гипертрофированном виде. Его угрозы, сопряженные с концентрацией войск, доходили до них и воспринимались всерьез. Сообщив Закревскому о так называемом трепете чеченцев, Алексей Петрович продолжал. Ближайшие из них, которых постигнуть может казнь, чрезвычайно покорны, возят мне в лагерь хворост, и 500 повозок с Терека перевозят мне провиант безденежно. Живущие за Сунжею присылали уже старшин просить позволения жить безмятежно и в безопасности. Ответ мой: отдайте всех русских пленных, и тогда стану говорить с вами,
и можете надеяться пощады и милости». Истинные намерения его были совершенно иными, и чеченцы об этом догадывались. Ермолову нужны были плодородные земли на плоскости, и совершенно не нужны были под боком воинственные чеченцы, отнюдь не считавшие священными свои договоренности с неверными. Я успел уверить их, что не Сунжа есть главным моим предметом, но что в сердце земли их устрою я крепость. Между тем бегут из-за Сунжи многие деревни, жены детей увозят в горы, бросают хозяйство и в душе отчаяние. Я весьма готов на то, что мне пленных не отдадут, особливо таких, которые уже переменили закон, обженились и имеют детей, и сему причиной будет надежда их на высокие в Сунже воды и на лес густым листом покрытый. Спадут и воды, и листья, главнейшая их оборона, и увижу я их покорнейшими. Между тем уже обещают продать мне строевой лес для крепости, или, по крайней мере, до того дойти, надеюсь, что допустят мне вырубить он и без большой опасности. Как бы переменили они мнение свое, если бы узнали, что мне нет никакой пользы идти за Сунжу, и что я даже того сделать не могу, ибо 3/4 людей моих так молоды и недавно в службе, что не видывали неприятеля, и таковых не приуча несколько прежде не поведу я против зверей, каковы чеченцы, и которых сама крайность призовет к обороне. Я избрал вернейшую систему. Позволю им храбриться, и между тем буду строить крепости. Во все продолжение лета простоят они под ружьем и в робкой осторожности, ни жать хлеба, ни сена возить нельзя будет, и семейства их, скитаясь в горах, удалены будут от хозяйства. Настигнет глубокая осень, и у меня будут крепости. У них не будет хлеба, обнажится лес, и не будет защиты. Осторожность утомит их. Река Сунжа будет глубиною по колено, и от крепостей моих до самых злодейских селений не далее 20 или 25 верст. Тогда я буду господствовать, и заплатим за слезы и кровь русскую, пролитые разбойниками». Все это очень похоже на Алексея Петровича с его хитроумием, последовательностью и, если угодно, коварством. Чеченцы для него звери. Они не имеют права на милосердие. Он совершенно бесстрастно пишет о голоде, который неизбежно настигнет их зимой. Он не собирается ни о чем с ними договариваться, но искусно делает вид, что договаривается. И если в письмах он не считает нужным сообщить об этих маневрах, демонстрируя свое высокомерие по отношению к чеченцам, то в написанных позже записках он достаточно подробно описывает свою суровую дипломатию. Старшины почти всех главнейших деревень чеченских были созваны ко мне, и я объяснил им, что прибытие войск наших не должно устрашать их, и если они прекратят свои хищничества, то я не пришел наказывать их за злодеяния прошедшего времени, но требую, чтобы впредь он их делано не было, и в удостоверение должны они возобновить давнюю присягу на покорность, возвратить содержащихся у них пленных. Однако мы помним, что Алексей Петрович декларировал в письме Закревскому свои истинные намерения: как только обмелеет Сунжа и облетит листва, тогда я буду господствовать и заплатим за слезы и кровь русскую, пролитые разбойниками. Он пришел именно что жестоко наказать их и усмирить навсегда. Между тем строительство крепости происходило отнюдь не так идиллично, как описывает это Ермолов в первых письмах Закревскому и Воронцову. Ему важно было внушить друзьям, что для усмирения чеченцев, во всяком случае для того, чтобы внушить им робость,
достаточно его грозной личности. Но имеются свидетельства несколько иного характера. Артиллерийский прапорщик Цылов, автор записок из боевой жизни Ермолова на Кавказе, вспоминал: построение крепости началось немедленно, но успеху работ много мешал неприятель, подскакивая со стороны Хинкальского ущелья к нашим аванпостам и беспокоя их ружейными выстрелами. Для прекращения этих нападений Алексей Петрович приказал вырубить лес в ущелье на 2 версты, и неприятель лишен был возможности подходить к нам невидимкой. Солдаты работали весело, молодцами, постоянно с песнями и каждый день получали винные порции. Цылов рассказывает о приемах, которыми Ермолов рассчитывал психологически подавить волю чеченцев к сопротивлению. Алексей Петрович приказал отряду удалых казаков в числе 50 человек одну из привезенных пушек в сумерках поставить в 200 сажениях от крепости и, окружив ее, не двигаться с места до тех пор, пока из крепости не будет пущена ракета. Между тем, 6 батарейных орудий бригады полковника Базилевича были поставлены на гласисе крепости, заряженные картечью и наведенные на то место, на котором приказано было отряду казаков оставаться со взятым ими оружием. Никто из нас не знал причины и цели распоряжения Алексея Петровича. На рассвете неприятель, завидя с гор малый отряд казаков, удаленных от крепости, с гиком бросился на него. В это мгновение взвелась ракета, и казаки, обрубив постромки, поскакали с орудийными лошадьми к стоящему за крепостью батальону кабардинского пехотного полка, а орудия оставили на месте. Чеченцы в числе 500 человек, не видя никакого преследования, спешились и начали тащить пушку. В это время 6 батарейных орудий произвели залп картечью, от которой неприятель потерял убитыми 40 человек, оставил тяжелую пушку на месте и, не успев убрать убитых, еле-еле ускакал в горы, преследуемый батальоном пехоты и отрядом казаков. Пехота на себе привезла орудие в крепость, и тем дело кончилось. Проученные чеченцы долго не покушались более нападать на крепость, сделавшуюся действительно для них грозною. В записках Ермолов достаточно выразительно очертил реальную картину происходившего вокруг строившейся крепости. Пришли, наконец, в помощь лезгины, и между чеченцами примечена большая деятельность в приуготовлениях к сражению. Повсюду показывались они в больших уже силах. Между многих перестрелок с отрядами нашими была одна весьма сильная, когда квартирмейстерской части подполковник Верховский послан был занять лес, в котором надобно было произвести порубку для строений. При всем своем презрении к чеченцам Алексей Петрович не может не отдать им должное. В сей день чеченцы дрались необычайно смело, ибо хотя недолго могли, однако же они стоять на открытом поле и под картечными выстрелами. Вскоре после сего произошли между чеченцами и лезгинами несогласия и ссоры, и сии последние, не в состоянии, будучи переносить жаркого летнего времени, претерпели ужаснейшие болезни и, оставивши не менее половины людей до выздоровления, удалились в дома свои. Сим кончились все подвиги лезгин, и чеченцы, знавшие их по молве за людей весьма храбрых, вразумились, что подобными трусами напрасно нас устрашали. Алексей Петрович прекрасно знал, что лезгины не трусы. Он сам же и объяснил причины их ухода от строящейся крепости. Ему важно было в летописи, которую он намерен был оставить потомкам, дать ту картину реальности,
которую ему хотелось бы видеть. Он предпочитал, чтобы горцы, что чеченцы, что лезгины, предстали в виде уничижительном, и это желание постоянно боролось в нем с внутренним побуждением написать правду. Однако признать горцев равным противником он не мог. Но текст его воспоминаний и его письма уже лишились того презрительно веселого колорита, которыми отличались весенние письма из Тифлиса и Сунжи. Алексей Петрович ясно осознавал, что усмирить чеченцев будет отнюдь непросто, и что давление на чеченцев явно вызывает цепную реакцию превентивного сопротивления по всему Восточному Кавказу. Надо оговориться, у нас нет возможности и надобности представить во всех подробностях боевую и административную деятельность Ермолова на Кавказе и в Грузии. Наша задача – постараться понять главные стратегические идеи Алексея Петровича и психологические мотивы, им двигавшие. Как отразилась на его деятельности этого периода особость его грандиозной личности и как особенности этой личности окрашивали его конкретные действия. И здесь мы можем и должны прибегнуть к его письмам как к источнику наиболее адекватному реальности. Письма Ермолова Воронцову